Ну, я в Варшаве учился, да. Да, ну у меня два высших образования. Одно это называется этнология и культурная антропология, а второе это философия. А потом я кандидатскую свою по антропологии написал. Этнография, культурная антропология. Варшавский университет. Касаемо нагайцев, что тебя интересует? Ну, как сказать, ну, мне интересует такой современный образ жизни нагайцев, как это большое прошлое, кочевье отражается в повседневной жизни, и как нагайская идентичность, она меняется, ну, с течением времени, да. И в том числе мне интересны эти экономические вопросы, как миграционные потоки, как земельные вопросы, тоже как эта сплоченность ваша и это привержение к земле, что все-таки, например, много людей уезжает, да, в Сургут или куда-то еще, но они возвращаются, потому что они хотят прожить свои пожилые годы и пенсию уже в родной земле, а обязательно быть похороненным в родной земле. И это мне интересует, да. Это первая твоя экспедиция, да? В Ногайскую степь, да. То есть Ногайский только сейчас поступил, Да. да? Мгм. И что ты успел для себя узнать? Ну, это был такой реконессанс, да, я рассознался. Просто я хотел поехать, увидеть, и могу ли потом еще к вам больше приезжать. Но я узнал, что у вас есть огромнейшая история, и что у вас, например, многие люди, они эксперты в истории, да? Что у вас образование, но, которое вы сами себя даете и учите насчет собственного прошлого, оно высокое. Я узнал, что вы очень переживаете за свою культуру, вы переживаете за свой язык, за свои обычаи, что это для вас важно, чтобы их поддерживать. Я узнал, что для вас важны дети, как они будут жить, но и чтобы они тоже свое прошлое поддерживали, да. Я узнал, что для вас очень важны семейные отношения, да, что есть роды, да, и что каждый человек, он понимает, с какого он рода, и что внутри этих родов вы поддерживаете друг друга. Да. Вот я читал, ты был у бурятов, у киргизов, у многих народов, которые недавно осели, только чего народов. Ты уже есть какие-нибудь особенности, которые отличают нагайцев от этих народов? Ты заметил какие-нибудь особенности? Ну, знаешь, это не так недавно они осели, да, потому что киргизы осели, ну, конец 19 века, начало 20-го. В общем, для всех в Советском Союзе или малочисленные народы севера, которые были кочевниками тоже, они, ну, это 20-е годы, да, коллективизация, это последний срок, где кто-то еще являлся кочевником. В Киргизии может еще чуть по-другому это выглядит, потому что есть эти полукочевники, да, что ты выходишь со стадом хотя бы летом в горы, и ты реально ходишь, у тебя есть юрта, есть кони, да, и ты ходишь. Здесь меньше, да. Но для меня эти связи между киргизами, между казахами, ногайцами, они интересны. Конечно, каждый из вас это другой народ, да, у вас есть своя специфика, но в общем это вы тюрки, да. А буряты, они относятся к монголам, это монгольская сторона. Что ты хотел бы узнать от народа? Что ты хотел бы узнать от народа? Что смысл твоей поездки в экспедиции на Нагайе?
ожидания какие-то есть. Может, есть вопросы, на которые ты хочешь найти ответ, поэтому пришел именно к нагайцам. Кто-то ж тебе надумал, это такой маленький народ, наверное, кто-то тебе подсказал мне, что такой народ есть, езди, посмотри, послушай. Ожидания какие-то, может, есть у тебя. Ну да, это, я здесь познакомился с одним нагайцем, и потом начал читать статьи, из этого возник мой интерес к нагайцам. Но я раньше тоже среди киргизов жил, да, из этого тоже этот интерес мой возник. Но я очень, да, но мне интересно будет узнать больше про жизнь в степи, про тоже эту земельный вопрос, про экологические проблемы, потому что экологические проблемы, они мировые, да. Это нельзя сказать, что они только нагайские или только дагестанские. Они тоже мои, понимаешь. Это тоже польские проблемы, да. Да, мне интересно ваш дух, но в смысле такое стремление поддерживать себя, свою семью, свой народ. И какими путями люди то ли выживают, то ли хорошо себя поддерживают. Но иногда есть тяжелых условиях. Вот так. Сколько дней уже тут? Ну, я почти 3 недели, да. 2 недели же здесь, да? Ну да, почти 3, да. И сколько ты планируешь пробыть здесь, изучать нагайцев? Но я теперь уже уезжаю, да. Но хочу приехать еще в будущем, да. То есть ты решил В следующем году. именно вот этот народ будешь изучать раскаданно, да? То есть будешь пытаться дальше идти, находить ответы на свои вопросы, да? Да. Ты нашел ответ? Ты вот 2 недели побыл, ответ на свой главный вопрос нашел? На главные вопросы, да? Ну, в общем, да, но я знаешь, это пока я еще так, я хотел бы больше как бы это с народом, да, на следующую поездку побыть и пообщаться, потому что на этот раз, за эту неделю, как я был в Нагайском районе, я больше всего общался с активистами, да, с интеллигенцией, с деятелями, да, но которые, конечно, это интересно, но я хотел бы тоже узнать больше мнения простого народа и их проблемы, да. А где ты успел побывать? Ну, я только в Терекли и на Римане был, да, это так. Не ездил нигде по селам. А у тебя уже есть представление, где ты хотел бы побыть, в каких селах, районах? Нету, но так, если можешь что-то подсказать. Так. То есть, получится, это пока вот просто разведка, первая поездка, ты разведка? Да, это так получается, да. Но я еще обязательно раз или 2-3 раза еще хочу туда поехать. Фейсбук есть ты? Нету, я как-то в этих соцсетях не существую, да. Как тебя людей найти? Допустим, человек услышал о тебе, я вот это выложил в интернет, да? Человек стал интересен, он тоже хочет пока рассказать о своем общении, о своих проблемах. Как он тебя может найти? Ну, может мне найти по Камиль Велицкий, да, напечатать, есть мои статьи в интернете. Есть... Позвонить тебе сказать или написать: Камиль, вот у меня есть такая-то проблема, интересно тебе вот этот момент, может ты приедешь к нам, мы тебе расскажем, покажем. Ну, по электронке там ты найдешь, когда ты напечатаешь мое имя, фамилию, ты найдешь это в интернете, мою электронку тоже, да. Да, но хорошо, я себе открою страницу в Фейсбуке и ВКонтакте, чтобы можно было общаться, да. Ну да, если кто-то из вас хочет рассказать, как вы живете, про образ жизни, про проблемы современных нагайцев, или тоже эти большие ваши про историю и про культуру, если какие-то обычаи сохранились интересные, которые специфичные только для нагайцев,
Так, пожалуйста, обращайтесь, можете найти мой адрес, электронный адрес в интернете, kamil.wielecki@gmail.com.